В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Улучшая качество жизни. Если в старые аппараты помещалось за раз только 5 образцов крови, то в эти сразу 90. Это, безусловно, значительно облегчит труд врачей и лаборантов. По приглашению Хутмат Кадыровой ведущие генетики России обследуют чеченские семьи с особенными детьми. Новые решения. На 24-й год, да, особо внимание хорошим по налогам. Сделаем совещание, что решим, что мы можем сделать. Это боба без бушушим, масара. В правительстве Чеченской Республики прошли кадровые перестановки. Олимпиада возможностей. Желаю всем участникам, всем командам достойного участия. Ну а сейчас, наверное, да, мне нужно объявить Обилимпикс, наш любимый чемпионат. В Грозном стартовал юбилейный региональный чемпионат Обилимпикс среди людей с особыми потребностями. Муслим Хучиев в связи с переходом на новую должность сложил полномочия председателя правительства Чеченской Республики. В телеграм-канале сообщил Рамзан Кадыров. Муслим Магомедович занимал данный пост с 2018 года. За время своей деятельности он полностью отдавался работе, вкладывал силы в решение важных задач. Благодаря его грамотному подходу регион занимает лидирующие позиции в различных федеральных рейтингах. По словам главы республики, исполняющим обязанности председателя регионального правительства назначен Иса Тумхаджиев. Значительные кадровые перестановки произошли сегодня в администрации главы правительства, в высшем региональном исполнительном органе и администрациях муниципалитетов. Помимо этого обсуждались и другие важные вопросы, включая снижение неформальной занятости среди населения, динамику налоговых поступлений в бюджет и текущее состояние строительной отрасли. Репортаж Адама Магомедова. Перед началом совещания под руководством исполняющего обязанности председателя правительства Исы Тумхаджиева было объявлено о кадровых перестановках. Ранее занимавший должность министра региона по делам молодежи Ахмад Кадыров назначен министром по физической культуре и спорту. За время работы он успел провести немало различных акций, помогая бойцам всем необходимым, принял участие в важных конференциях и совершал рабочие командировки, налаживая взаимодействие с политическими деятелями других стран. До этого первый заместитель министра спорта Чеченской Республики Рамзан Мисурадов возглавил ведомство, а уже бывший начальник структуры Иса Ибрагимов перешел в администрацию главы правительства субъекта на должность заместителя руководителя. В свою очередь Тимирлан Хучиев возглавил Министерство промышленности, энергетики и торговли, а на его ранний пост главы Ачхой-Мартанского района рекомендуется Хоза Бурсагов, занимавший должность руководителя Итумкалинского муниципалитета, который теперь, возможно, возглавит его первый заместитель Альберт Рабуев. Way Macdane Barkle there is Alwardar available to TSM Damula Lakach Urain Chakbахожу there is Иса Тумхаджиев отметил большие успехи Ахмада Кадырова на его ранней должности и выразил уверенность в том, что он станет достойным продолжателем пути первого президента Чеченской Республики, так как обладает всеми необходимыми для этого качествами, является глубоко религиозным человеком и настоящим профессионалом своего дела. Ахмад Духжимолшдун давайн войшу, Духберелядунда, Жималядунда Шинде Духлядзан, Дагах Куран Амуш. غير الخيول شين دينك سبورت عدل مثلا شيخ دوكش حلقي أو أحمد هنشا منستر مولوديوجي سيا باقنشاني وين تحر وتعن شرح ديسات كمستريتش كنا بخرين باكو موسكو запредела مثلا هادون شو تاشي بل تحقيق مش بوش حاويناو أحمد دال مولاني عبو دال بيرتكي بول سبورت непосредственно молодежь сани бабиш полбохтя ходик лару руал тоте шаду.
Первой темой совещания стали ходовые работы по снижению неформальной занятости. О них доложил министр экономического территориального развития и торговли субъекта Рустам Шаптукаев. По его словам, ситуация в регионе стабильная. По итогам 2023 года уровень самозанятости был снижен более чем на 3% и составил 41,7%. Количество работающих застрахованных лиц – 341 тысяча человек, а независимых предпринимателей – 117 628. Благодаря особому вниманию, уделяемому руководством республики вопросам сохранения занятости и снижения уровня неформальной занятости на территории Чеченской Республики, на сегодняшний день социально-экономическая ситуация в регионе остается стабильной. После обсудили и собираемость налогов Чеченской Республики за первый квартал 2024, а также состояние строительного блока. Чиновники установили задачи на текущий год, которые необходимо выполнить в поставленные сроки и усилить работу. На 2024 год особо внимание хорошим по налогам. Издаваем совещание ширишн кривой волшеб лудушун издавать боба бизнес бушушун масара хар сюртештати хар зами делиться бошнон поручение дачо хорошушун шушадик хишманудуй шудалят тубол дахин висолло шолчун ладоду кой том далмона ваштолча пачавен идилнек чакдакаш нитқоч авар далмона қахугердуй Sånn mektig med patchen deres som symbolen. Dalmola амандажния далгат оболдольцен пачен дигнавости дош авигарду далмола. Подобные совещания дают возможность координировать работу министерств и ведомств республики, что способствует более эффективному развитию всех сфер жизни населения и помогает субъекту занимать лидирующие позиции в федеральных рейтингах. Адам Магомедов, Магомед Басаев, Вести, Чеченская Республика. Заместитель председателя правительства Чеченской Республики Айшат Кадырова встретилась с министром культуры России Ольгой Любимовой. В ходе визита вице-премьер представила федеральной чиновнице нового министра культуры региона Марет Байсарову. Совместно они обсудили предстоящую работу по созданию вузов в сфере культуры в нашей республике, коснулись темы присвоения федерального статуса мемориальному комплексу славы имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, а также обсудили вопросы о музеях и будущих выставках. В Грозном стартовал 10-й юбилейный региональный чемпионат «Обилимпикс». В соревнованиях участвуют 18 команд в 15 номинациях. Состязание проходит на 11 специализированных площадках образовательных учреждений. «Обилимпикс» этим необычным словом называют конкурсы профессионального мастерства для людей с особыми потребностями. Мадина Нусалчиева разбиралась в деталях конкурса. Обилимпикс – это инклюзивная экосистема для людей с инвалидностью и ОВЗ. Само слово в переводе с английского означает «Олимпиада возможностей». Чемпионат проводится для содействия в развитии профессиональной инклюзии для обучающихся выпускников и молодых специалистов на рынке труда. Охвачены все категории инвалидов, а в списке профессий уже более 50 наименований. Основной площадкой соревнований станет Чеченский государственный колледж. В нем же состоялась и торжественная церемония открытия. Это 10-й юбилейный по счету региональный чемпионат. Специалистов более 33 человека по двум компетенциям: массажисты и ДОУ, документационное обеспечение. 68, почти 70 человек у нас студенты с вузов, с учреждения СПО, ну и более 35 человек школьников городских и вообще республиканских школ. Это эти дети, которые принимали участие непосредственно в этом конкурсе «Обилимпикс», они должны быть трудоустроены первыми. Вот основная задача этого конкурса – привлечь, социализировать и трудоустроить этих ребят. События посетили министр образования и науки Чеченской Республики Хошбау Дедаев, участники форума директоров учреждений среднего профессионального образования Северо-Кавказского федерального округа и участники форума директоров учреждений среднего профессионального образования Северо-Кавказского федерального округа. Сперва для гостей с танцем приветствия выступили студенты хореографического отделения Чеченского государственного колледжа культуры и искусств имени Татаева. После по видеоролику собравшихся поприветствовал директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Виктор Неумывакин. Теплые слова прозвучали и от президента Союза директоров среднего профессионального образования и Российской Федерации Натальи Золотаревой. Приветствую всех участников чемпионата. Я приветствую уважаемых директоров и от всей души благодарю за
то, что так много делается для того, чтобы готовить ребят, независимо от состояния здоровья, делать их устойчивыми в этом мире. Я благодарю руководство региона за то, что вы так много внимания уделяете развитию системы среднего профессионального образования. Перечень компетенций чемпионата с каждым годом расширяется. В этом году соревнуются 18 команд по 15 специальностям. А соревнования пройдут на 11 специализированных площадках образовательных учреждений. Участвуют 4 категории участников. Это дети дошкольного возраста, школьники, студенты и специалисты. Продолжили концертную программу воспитанники школы-интерната для глухих и слабослышащих с трогательной песней «У нас Родина одна». Если вдруг пришла беда, как всегда, без упрека и страха настороже, вместе на острие, рядом на рубеже. На конкурсе профессионального мастерства они находят заслуженное призвание, новые знакомства и перспективную работу. Зародилось движение Обилимпикс в Японии в 1971 году и с тех пор системно развивается. На сегодняшний день к нему присоединились более 55 стран. Россия стала его полноправным членом в 2015 году. Первыми его участниками в Чеченской Республике тогда стали 6 человек. Соревнования прошли по 2 направлениям – сварщик и автомеханик. В этом году в нем примут участие более 120 человек. Последним с напутственными словами для торжественного открытия 10-го регионального чемпионата выступил министр образования и науки Чеченской Республики Хошбауди Дааев. Желаю всем участникам, всем командам достойного участия. Конечно, жюри желаю, чтобы оценивание было, как всегда мы желаем, объективным, да. Хотя каждый член жюри всегда говорит, я могу только субъективно, как отдельный человек, отдельная личность, но мы все-таки вместе хотим, чтобы всегда было все по-честному. И, конечно же, будем в последующем готовить этих детей, команды для уже последующего выступления на всероссийских мероприятиях. Все для этого у нас есть, желание есть, возможности есть, остальное пусть Всевышний нам поможет. Ну а сейчас, наверное, да, мне нужно объявить Обилимпикс, наш любимый чемпионат, открытым. Обилимпикс будет проходить на протяжении 3 дней. Победители регионального чемпионата будут представлять субъект на национальном этапе в октябре текущего года. Мадина Нуцалчиева, Шамсуди Джабраилов, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. Чеченские росгвардейцы уделяют большое внимание подготовке к действиям в реальных боевых условиях. Регулярные тренировки приносят хорошие результаты в этом направлении. Так бойцы провели учения, в ходе которых отработали нейтрализацию 3 условных диверсионных групп. Какая была развязка всей этой опасной ситуации, знает Мадина Нуцалчиева. Учение по ликвидации 3 условных диверсионных групп прошло в управлении Росгвардии по Чеченской Республике. В частности, сотрудники спецподразделений ОМОН Ахмат Грозный, ОМОН Ахмат Крепость и ОМОН Ахмат-1 отработали тактико-специальные занятия с элементами командно-штабной тренировки в случае возникновения террористической угрозы на территории региона. Внимание! Тревога! Резерв на выезд! Учения были проведены по поручению начальника управления Росгвардии по Чеченской Республике генерал-лейтенанта Шарипа Делимханова. Согласно легенде, появилась информация о проникновении на территорию региона 3 диверсионно-разведывательных групп общей численностью до 18 человек. В первом случае террористы захватили самолет. Вторая группа, угнав автотранспорт, направлялась в один из населенных пунктов для совершения теракта. Третья захватила здание банка. Мы в этой сфере будем продолжать дальше тренироваться. Конечно, как и в любом другом подразделении, у нас есть подбор новых кандидатов, которые должны усовершенствовать опыт и навыки нашего подразделения. На сегодняшний день подразделение ОМОН Ахмат Крепость показывает себя на отлично. В ходе учений росгвардейцы ведут переговоры с преступниками, удерживают заложников, успешно проводят штурм самолета и здания банка, а также останавливают автомобиль путем блокировки и задержания лиц, находящихся в нем. Благодаря слаженной работе сотрудники спецподразделений Росгвардии справились с поставленными задачами по освобождению заложников и нейтрализации преступников. Действия спецназа были оценены на оценку «отлично». Мадина Нуцалчиева, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика.
В окрестностях населенного пункта Спорные ведутся результативные работы группы команда спецназа «Ахмат». Об этом сообщил Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале, отметив, что на ответственной зоне идет методичная ликвидация вражеской живой силы, опорных пунктов, блиндажей и других сооружений. Помимо современной вооруженной техники и профессиональных качеств бойцов, важную роль в достижении задачи СВО играют дроны. С их помощью наши ребята оперативно выявляют укрытия противника и уничтожают их. Каждый номер – это гармоничное сочетание искусства и спорта, включающее в себя виртуозную акробатику, танцы и прыжки. Большой московский цирк организовал для детей яркое цирковое шоу «История» в рамках столетия циркового искусства. Медина Мударова об эмоциях ребят. Каждый номер зрелищнее предыдущего. Гибкость, сила, ловкость. Артисты – настоящие профессионалы. В представлении «История» принял участие 81 артист Большого Московского государственного цирка. Это клоуны, гимнасты, джигиты-наездники, акробаты на качелях, жонглеры. Зрители смогли увидеть эквилибристику в шаре, а также понаблюдать за дрессированными тиграми, шимпанзе и лошадьми. Выступают с дикими кошками известные дрессировщики братья Запашные. Чтобы привыкнуть к манежу, провели 3 тренировки. К основному выступлению в хорошей физической форме 3 репетиции мы тоже по нарастающей использовали, как спортсмены подготавливаются к главному выходу. А гастроли проходили в рамках программы социально-экономического развития Луганской Народной Республики Федеральной организации «Росгосцирк» по инициативе Министерства культуры Российской Федерации при поддержке правительства Москвы и Министерства культуры Луганской Народной Республики. Организаторы постарались на славу. К этой программе готовились долго, практически от того времени, как мы узнали, что она должна состояться. Делалось все и делается до сих пор, чтобы нашим артистам было удобно и комфортно работать у нас в цирке. Грандиозное шоу приковало к себе внимание каждого зрителя в этом зале. Уходили они с незабываемыми впечатлениями. Это просто что-то нереальное. Выступающие просто, я не знаю, мне кажется, это не люди, это просто боги какие-то. Обалденно. У нас и так в последнее время приезжает цирк довольно качественный, очень хороший. Но сегодня это просто вау. Слов нет, одни эмоции. Хочется хлопать в ладоши и кричать «Браво, молодцы, бис!» Все. Жизнь в Луганске бьет ключом. Все это благодаря российским военнослужащим, которые освободили город от нацистов. Жители больше не боятся, ведь безопасность им гарантирована. Теперь республика становится одним из российских центров притяжения и развивается стремительными темпами. Медина Мударова, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.